Мы приветствуем... Мы приветствуем всех на нашем традиционном школьном конкурсе «Битва хоров 2024». Битва хоров – это популярный формат музыкального соревнования, в котором состязаются хоровые коллективы. Сегодня наш конкурс посвящен 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На сцене мы услышим песни военных лет, современные песни о Великой Отечественной войне, песни из кинофильмов о войне, песни о родине и о славных подвигах солдат. История нашего народа богата героическими событиями и смелыми поступками. Цели и величие цели – основа любого подвига. Основа подвига – высокая нравственность, любовь к родине. Мы всегда будем помнить подвиги наших отцов и дедов, подвиги нашего народа, совершенные в боях и в тылу. Согласитесь, что мы не только получаем удовольствие от музыки, но и многому учимся. Ведь музыка – это книга, делает нас добрее, умнее, лучше. Именно поэтому сегодня мы будем не только слушать музыку, но и показывать свои знания, умения и таланты. Участником конкурса являются хоровые коллективы, учащихся 7 классов, где им предоставляется исполнить одно произведение из патриотического жанра. Оценка конкурсных номеров ведется по 5-бальной системе по следующим критериям. Соответствие произведения теме конкурса. Вокально-музыкальные данные. Сценическая культура. Художественное воплощение исполняемого произведения. И творческая находка. Оценивать хоровые выступления будет компетентное жюри в составе Савина Луиза Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Короткова Анна Александровна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Семенова Анна Анатольевна, педагог-организатор. Протопопов Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования. Арутюнян Амалия Манвеловна, учитель иностранных языков. Когда ты поешь один и допустил вокальную ошибку, это всего лишь твоя ошибка. Но если ты плохо спел в хоре, то ты подвел товарища, поэтому в хоре петь гораздо сложнее. Поэтому помните, от каждого из вас зависит выступление. Всем коллективам желаем удачи! Первыми открывает наш военно-патриотический конкурс коллектив 7 А класса. Он исполнит знаменитую песню «Ктынахтар Умнубат Силара». Песня была написана известным якутским поэтом Петром Адорусовым и заслуженным работником культуры Якутской автономной Советской Социалистической Республики Николаем Бойлаховым в 1970 году к 25-летию юбилею Победы. Встречаем бурными аплодисментами!
песню о войне, то большинство сразу назовет День Победы, но сразу следом за ним «Журавли». При этом многие знают историю этой песни, искренне полагая, что она была написана в годы Второй мировой войны. Но нет, родилась песня «Журавли» позже, гораздо позже, более чем через 20 лет после окончания войны. А сегодня на нашей сцене эту героическую песню исполнит коллектив 7 Б-класса. Поддерживаем аплодисментами!
кое-какое объявление небольшое. Классные коллективы, прошу обратить внимание, когда мы слушаем чьи-то выступления других классных коллективов, мы поддерживаем тишину. Проявите уважение, пожалуйста. Песня «Я хочу, чтобы не было войны» была написана в 2011 году Анной Петряшевой. За все годы ее исполнило огромное количество детей и взрослых в России и за ее пределами. На сцену приглашаем коллектив 7 В-класса под бурные аплодисменты.
Елена Плотникова. Год создания 2009. Эта песня словно взгляд из настоящего глазами современных детей на героическое прошлое их прадедов, их нелегкий путь к победе в Великой Отечественной войне. Первое исполнение песни принадлежит московскому вокальному коллективу «Мультикейс». С 2009 года песня звучит на многих концертах и конкурсах по всей стране и за рубежом. На сцену под бурные аплодисменты приглашаем коллектив 7 Г-класса.
исполнит хор 7-го Д-класса. Поддержим аплодисментами. Поддерживаем аплодисментами 7-й Д-класс.
встречаем коллектив 7-го Ж-класса. Сегодня в нашем актовом зале прозвучали патриотические песни разных времен. Мы увидели, как классные коллективы подошли к выступлениям с креативом и душой. А пока жюри подводит итоги, мы сыграем с вами в небольшую викторину. Вы готовы? Очень хорошо. Хорошо. Сейчас нам на экран покажут игру. Пока представлюсь, меня зовут Даша, я вам проведу первый раунд. В этом раунде будут вопросы, вы должны будете сказать, правда это или ложь. Договорились? Все поняли правила? Точно? Супер. Так, первый раунд. Верите ли вы, что во время Великой Отечественной войны был летчик, который летал, не имея обоих ног, обеих? Вы уверены? Это правда. Этим летчиком
Зал, попрошу тишины. Мы играем в викторину. Потише. Ребят, эта викторина на самом деле очень интересная. Ну, просьба, пожалуйста, соблюдать тишину. Спасибо. Этим летчиком был Алексей Марсеев. Во время Великой Отечественной войны ему было ампутировано обе стопы. Однако, несмотря на инвалидность, летчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врагов, и 4 ранения получил. 7 после ранения. Алексей Марсеев стал прототипом героя повести Бориса Полевого. Хорошо, готовы ко второму вопросу? Супер. Верите ли вы, что в годы Великой Отечественной войны несколько десятков тонн продуктов для благоданного Ленинграда были доставлены по льду дороги жизни, толщина которого была всего 10 сантиметров? Ну так уверенно отвечайте. Вы точно уверены? Все вы знаете. Это тоже правда. Считалось, что грузовик всего с 1 тонной груза безопасно пройдет только по льду толщиной 20 сантиметров и больше. Еще 17 ноября замеры показали, что лед на Ладоге вдове тоньше необходимой нормы. Всего 10 сантиметров. Но ждать было нельзя. Утром 20 ноября 1941 года с огромными предосторожностями двинулся первый обоз. Около 350 конных упряжек с санями. Это слишком тяжело. Супер. Третий вопрос. Верите ли вы, что в годы войны был кот, удостоенный... Сразу, да? А вдруг это не правда? Вы даже не дослушали. А давайте вопрос дослушаем. Вы уверены, что это правда? А это ложь. Это ложь. Готов, достойных медалей не было. Вы ошиблись на сей раз. Будьте повнимательнее. Четвертый вопрос. Верите ли вы, что 9 мая является выходным днем и сопровождается торжественными парадами уже 70 лет? А вдруг ложь? То есть да, это правда. Это ложь. Ребят, надо слушать или читать внимательнее. Это ложь. А пятый вопрос. Верите ли вы, что для спасения Москвы от... Ну почему сразу да? Вы все уже прочитали, хотите сказать? Давайте Ладно, хорошо, да, это правда. Это правда. Идея маскировки Кремля принадлежит Борису Иоффману. А шестой вопрос. Верите ли вы, что Волгоград и Сталинград – это название одного города? Нет, слышу, да. Нет, наверное, ложь. Или правда? Ладно, это правда. Правильно. Волгоград с 1589 до 1925 года носил название Царицын. С 1925 до 1961 года Сталинград. Сейчас Павел пройдет второй раунд. Всем еще раз привет. Вы уже знаете меня, я Паша. Я проведу для вас второй раунд. Второй раунд называется «Что скрыто на фото?». Перейдем к первому. Вообще вы увидите 6 известных фотографий периода Великой Отечественной войны, но некоторые части фото будут засекречены. Вам будет дана 1 минута на то, чтобы понять, что именно скрыто на представленном изображении. Что скрыто? Флаг Советского Союза. Хорошо. И это верный ответ. Молодцы. Переходим ко второму. Что скрыто на этой фотографии? Кто-то говорит пистолет, кто-то еще что? Мнения разделились, но знаем правильный ответ. И пистолет был верным ответом. Перейдем к третьему. Что скрыто на этой фотографии?
Еще что? Так, ладно, у нас мнения разделились. Здесь у нас мнения разделились. Кто-то сказал кошка? Так, собака, говорят. Хорошо. Ну, узнаем правильный ответ. Это кошка. Переходим к четвертый. Что здесь скрыто? Что скрыто? Так. Говорят ребенок. И говорят правильно. Переходим к следующему. Что скрыто на этой фотографии? Ну давайте посмотрим, что это в действительности солдат. Что скрыто на этой фотографии? Мечи, говорят. Угу. Пока еще правильных ответов не услышал. А подсказку хотите? Овощ. Один овощ на огороде. Что? Говорят картошка, что еще? Капуста, говорят. И это правильный ответ. Переходим к третьему раунду. Исторический артефакт. Вы увидите 4 видеозагадки. На каждом видео будет представлен предмет периода Великой Отечественной войны. Каждой команде, ну то бишь вам, да, каждому классу дано 2 минуты, чтобы ответить на поставленный вопрос. Переходим к первому. Для чего данный предмет использовался в годы войны? Что это? То есть футляр. Футляр для очков, есть вариант. Что еще? Столовые приборы, ага. Пока что правильных ответов не слышу. Не подставка, не точилка, но близко. Это наполнение. Пенал, правильно. Он использовался, ну понятное дело, в этих канцелярских принадлежностях, то бишь в школах. Переходим к следующему. Для чего использовался данный предмет? Ну, это... Вы говорите чайник, да? Так, хорошо. Но вообще, можно правильный ответ. Это поильник. Его использовали для лежачих больных. То бишь, чтобы больному было удобно пить. Переходим к следующей фотографии, точнее к загадке. Кому мог принадлежать данный предмет в годы войны? Можно на руку? Поднимайте руки. Варежки, да? Полевая кухня? Ну, вот был вариант с варежками, еще что? У кого-то есть еще вариант ответов? Поднимайте руки. Для солдата. Вообще, это зимние варежки летчика бомбардировочной авиации. Это одни из видов, получается, авиационных войск Советского Союза. И переходим к четвертой, последней, завершающей фотографии. Для чего данный предмет использовался в годы войны? Руки поднимаем и тишину соблюдаем, хорошо? Чтобы мне удобно было слушать. Лампа. Котелок. Что? Так. Для еды что? Извините, я не слышу. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Светильник. Что? Для врачей что-то, да? Ага. Ну, ты был близок, это правильно.
стерилизатор для привязочных материалов. Это приспособление, в которое клали привязочные материалы и опускали в кипяток для стерилизации. Вода попадала внутрь через маленькие отверстия. А на этом наша викторина закончилась. Вам понравилось? Отлично! А теперь... Супер, надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Сейчас давайте немножко посидим, отдохнем, только в тишине. Можно чуть поговорить друг с другом. Пока ждем жюри. Договорились? Супер. Ребята, в тишине, пожалуйста. Чуть-чуть можно поговорить, но потише, пожалуйста. Слово предоставляется многоуважаемому жюри. Здравствуйте, ребята! Действительно, сегодня мы услышали прекрасные выступления. Ребята, сегодня ваши песни не просто было передать каждому коллективу дух и атмосферу того времени. Но я хочу вам сказать, ребята, вам это удалось сделать. Сегодня прозвучало много прекрасных песен о войне, о родине, о солдатах. Все выступления были проникновенными и эмоциональными. Никого не оставили равнодушными, ни одного зрителя. Ребята, вы сегодня отлично все выступили, все команды, все классы. Понятно, что очень хорошо подготовились, все пели. Мы просто сегодня получили огромное наслаждение от вашего выступления. Я хочу передать это слово моим коллегам, чтобы сейчас озвучить результаты вашего выступления. Итак, дорогие ребята, я хочу только добавить, что конкурс «Битва хоров» — это не какой-то очередной конкурс в нашей школе, это было большое коллективно-творческое дело. Ведь вы очень много репетировали, я знаю, да, в актовом зале, в коридорах нашей школы, на уроках, на переменах. Вы подготовились, вы показали нам различные образные выступления. И, конечно, вы сегодня были, сегодня, как никогда, весь класс был как одна большая дружная команда. Команда, которая объединилась для достижения цели, чтобы стать победителем битвы хоров. Сейчас у нас будут объявлены итоги, а представитель класса выйдет, возьмет грамоту свою, и потом в конце каждый класс сфотографируется на сцене. Да? Сейчас очень внимательно слушаем. Будут объявлены победители в различных номинациях и победители, призеры-победители. Итак, победитель в номинации «Песня о доблести наших солдат» конкурса «Битва хоров» среди 7 классов. Награждается коллектив 7 Б класса. Классный руководитель Гугунова Лариса Константиновна, 7 Б класс представитель. Победитель в номинации «Образное исполнение песни» награждается коллектив 7 Ж класса. Классный руководитель Елена Николаевна, 7 Ж класс и 7 Б класс проснулся, да?
Третье место разделили два класса. Итак, третье место. Грамота за третье место отправляется коллективу 7-го Е-класса. 7-й Е-класс. Призер конкурса «Битва хоров 2024». Третье место отправляется коллективу 7-го Д-класса. 7-й Д-класс. Призер конкурса «Битва хоров 2024». Представитель 7-го Д-класса. Мы продолжаем наше награждение. Грамота за второе место конкурса «Битва хоров» среди 7-х классов награждается коллектив 7-го А-класса. 7-й А-класс, призер конкурса «Битва хоров 2024». Остались две грамоты. Это грамота за первое место. И у нас есть абсолютный победитель, который заберет грамоту Гран-при конкурса «Битва хоров» и переходящий золотой кубок. Итак, первое место и Гран-при конкурса. Грамота за первое место награждается коллектив 7-го Г-класса. 7-й Г-класс. Первое место конкурса «Битва хоров 2024». Абсолютным победителем Гран-при конкурса «Битва хоров» среди 7-х классов становится коллектив 7-го В-класса. 7-й В-класс. Абсолютный победитель. На этом наше мероприятие завершено.